Вот скажите, друзья, для чего российская пропаганда так лицемерит, нагло врет, блядь, еще и подключает президента страны к тому, чтобы тот тоже врал и лицемерил? Ну, для чего это нужно? Ну, вот вам пример. Новости все раздули, Путин говорит в телевизоре, блядь, что вот установили в Казахстане памятник Александру Невскому. Это значимое событие для казахстанского народа и так далее. Полный пиздеж. Ребята, ну полный пиздеж. Казахстан не давал разрешения на установку памятника Александру Невскому. Но памятник, конечно, установили. Где? На территории русского православного храма. Ну так это частная собственность, блядь, ну поставили все. А что ж вы раздуваете, что это прям пиздец. Значимое событие, прямо ну пиздец. Давайте я вкратце остановлюсь на том, расскажу о том, кто такой Александр Невский. Ну понятно, официально это кто? Святой. Но до создания фильма по приказу Сталина в 40-е годы об Александре Невском, его на Руси считали предателем русского народа. Почему? Потому что, во-первых, это сын дочери Батыя. Во-вторых, его отец Ярослав, он заставлял русский народ не сопротивляться и признать монголо-татарского хана царем Руси. Потом и его сын служил Орде, то есть практически его, будем так говорить, когда хотели там князья какие-то выступить, в том числе его родной брат против Орды, Невский их сдал с потрохами, и там такое устроили им резню, а ему дали повышение там какое-то все. Ну то есть Александр Невский, будем говорить так, он русскому народу никакой пользы не приносил, потому что он собирал налоги, он казнил много русских, он там, не дай бог, кто-то против Орды сказал, даже боялись об этом говорить, понимаете, он там отрезал носы, выдирал глаза, сажал на кол, но, вы знаете, какой веры он был? Ну, понятно, что был и православный, и христианин, но он принял и католичество, а под конец жизни он принял и ислам. То есть практически такой, знаете, туда-сюда, флюгер. Но почему церковь его признала святым? А потому что он не дал Руси принять католицизм. Поэтому, как историки сегодня, ну, разумные, говорят, что не дал принять католичество Руси, он обрек Русь на многовековое рабство. Вот вам, пожалуйста, святой Русской Православной Церкви. Все. И самое главное, тут надо учесть, что во время вот этого ордынского нашествия, монголо-татарского ига, очень разрослась сеть православных храмов. Там царило, говорит, разврат, пьянство, обжорство, но их настроили очень много. Поэтому церковь потом и сказала, давайте его назначим святым. И вот мы по сей день. А, между прочим, Сталин тоже его возвеличил, потому что он и внедрил указом своим, принял орден Александра Невского. А вот именно до этого момента никто его никогда не считал ни святым, ни каким-то там супергероем. Да, кстати, еще несколько секунд. Невское побоище — это была просто разборка бандитская. Там напали бандиты на ВОЗ коммерческий, на купцов. Ну и там произошла драка, там что-то 20 тысяч человек погибло. Это не было никакой битвой, никакой там не... То есть это все тоже сказки.